Ну и снова здравствуйте, друзья. За окном легкий морозец, за бортом температура минус 17 градусов. На календаре сегодня у нас 22 февраля. Завтра наш мужской праздник. Всех причастных поздравляю с наступающим праздником, Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Именно так он назывался раньше. Именно так я называю его сейчас. Ну а у нас, друзья, новая рыбалка. Сегодня выезжаем на рыбалку втроем. Я уже готов, загрузился. Сейчас выезжаю, забираю Ивана Григорьевича. И сегодня с нами поедет еще Серега. Серега у нас уже был один раз на канале. У него также есть свой канал на ютубе «Родники». В общем, поехали собирать народ и на рыбалочку. Рыбалка с одной ночевкой. Свежая рыбка у нас закончилась. Ну а какой же праздник без свежей рыбки? Так что к завтрашнему празднику вечерком, я надеюсь, рыбки мы поймаем. Свежатинка на столе будет. По крайней мере, не знаю как насчет рыбки, но рыбалка будет точно. Поехали. С Богом. Ну вот и вся команда в сборе. Блин, еще раздавил. Кого раздавил? Да, эту баночку с червяками. Я думал уже... Ну я в другую. Я думал, Валентину раздавил, пока заходил. Я переложил в другую. Вот такую наступил и тут трещина. Но червячки живые. Вот, друзья, наша команда. Иван Григорьевич, Серега. Привет, друзья. Всем привет. Ну и чё, поехали? Едем заниматься Да. ерундой. Будем ерундить. Сопли морозить. Нормально. Немного. Теплеет, вон на глазах уже минус 16, повалил снег, так что... Погода на сегодня, на завтра хорошо показывает. Ну, если хорошо, значит хорошо. Но не минус 40, как в прошлом году есть. Минус 43, наверное, было в декабре. Поехали с Серегой на озера. Палатку поставили, печку разожгли. И чуть не замерзли. Не, палатки-то тепло было. По дороге чуть не замерзли, да, там как бы рискованная поездка была тогда. Но ничего, такой мороз. Я говорю, я жерлицы выставлять не буду. Там палатки посидим, что-то окунь плохо клевал, правда. Был удар один, это на Сарьяты. Один удар был, щуки, но не попалось. Серега поставил 3 жерлицы, поймал. Полторашка или двушка была, да, Серег? Около 2 килограмм, да. Такая нормальная щучка была, золотая. Да, там позолоченные щуки. Ну все, встречаемся на реке. Или на досках, если еще не перевезли, да? Ну да. По пути отвезем, наверное, пачечку еще. Да, там это мало осталось. Вроде бы. Погнали. Ну вот и приехали с Божьей помощью. Так, на первый. Вроде после нас никого не было, да? Все, как уходили, как оставляли. Нас не было здесь неделю, больше. Чуть больше недели, да. Никого не было, все как оставляли.
Пустыми мы опять не приехали. Привезли остатки досок, что там было. В общем, все доски перевезли. Не знаю, на веранду хватит, не хватит, но что было, то было. Что Ну было, что? то и есть. Да. Выгружаемся, растапливаем печь, чтобы избушка немножко бревна прогрелись. Немножко, наверное, Чайковского, да, на дорожку. Да. И вперед из песни. Как-то вот так. Все как обычно. Избушка затоплена. Перекус решили отложить на реке, потому что работы очень много. Надо топтать новую дорогу, пробиваться через завал. В общем, выдвигаемся. Как пробьемся через завал, так и сделаем перекус. До первого хариса. Да, ну или так. Погнали. А заодно и проверим. А что с дорогой? Главное, чтобы тормоза были. Главное, чтобы были тормоза. О, волк ходил. А нет, это не волк, это наша росомаха ходила по нашим следам. Вот она по нашим следам ходила тут. Вот очень хорошая опция, это тормоз. Без тормозов я бы здесь уже не поехал. Года 4 назад я на старом урагане, еще который был без тормозов, ехал и никуда не доехал. Вон даже на тормозах. Видим. Что там ничего не выпало, нормально все? Все нормально? Без тормозов ехал и чуть было не уехал. О, лосяш. Лось проходил вон. Спустился по нашей буранке вон. О, да тут не один, вон второй. И вон они ходили тут. Два лося, два лося. Ну как-то вот так. Поедем вниз, попробуем пробиться. Сверху мы уже половили. Надо попробовать еще нижний участок. Докуда, я не знаю, со среднего поднимались, с нижнего. Попробуем. Лоси ходили, да. Ладно, сейчас дождемся Ивана Григорьевича. Он там потихонечку с палкой спускается. Надеюсь, проедем. О, обратно поднялись. Обратно поднялись. А это уже наши следы. В прошлый раз мы тут по наледи бродили. По колено наледи было. Сейчас немножко подмерзло, не знаю, как дальше будет. Возьму лыжи, возьму пешню, пилу. Стул пока здесь можно оставить, чтобы не мешался. Ствол пока здесь можно оставить, чтобы не мешался. И будем пробивать дорогу. Так, ну что, Иван, поехал я пробивать дорогу. Вы пока здесь пробуйте. Как пробью, потом это. Если пробью. Пробьешь, посигналишь. 3 зеленых свистка. Да? Хорошо, договорились. Так, я сейчас отцеплю
чтобы легче разворачиваться было. Так. И погнали. Так, ну вот и завал. Ну вот и завал. Дальше будем... Чего? Дальше на лыжах пробиваться буду. Этот завал. Потом, если все получится, вернусь до этого. Сейчас шаг за шагом придется спешней, потому что возле бревен, возможно, льда может не быть. Завала прошли. Еще осталось, нет, даже больше половины осталось. И здесь самые вот высокие деревья. В этом году снега мало, так что не знаю, проедем мы, не проедем этот завал. Но будем пытаться. Вот такая вот картина. И здесь вот надо вот проехать как-то. Не знаю. Итак, друзья, прошло немало времени, около 2 часов, наверное, не меньше. В общем, переехать завал я здесь не смог. Пошел искать объездные пути по лесу. Иду, тупик, тупик. Вроде бы до речки дойду, спуститься никак. Крутой склон опять обхожу. В общем, пока я ходил, Иван с Серегой уже пешком преодолели завал. Уже там я их встретил по реке. В общем, ну вроде бы как-то вот прошел. Я так думаю, проехать должен. Сейчас пробуем сначала без саней топтануть по лыжне, прокатиться с включенной камерой, чтобы вы видели, куда и что я примерно, хотя представляли, хотя там вариантов 5, наверное, у меня. То, что не получилось, возвращался. Как-то вот так приходится пробивать дорогу. По готовой тропе уже ездить будет проще. Почему мы не идем пешком? Потому что за этим завалом дальше, как бы, я так думаю, река должна быть сухой, река должна держать. И пешком много не находишься. А все-таки этот преодолеем участок и потом по лесу уже будем ездить. Поехали, посмотрим, что у нас с этого получится. Так, ну что, пробуем. С Богом. Так, с первого раза не получилось. Первого раза не получилось подняться на горку. Попробуем ходом. Так что вот так вот приходится, друзья, штурмовать. С конями будет, конечно, сложнее проехать, но попробуем. Он так вот искал, где пройти, где проехать. Шаг за шагом, метр за метром. Так, попробуем здесь проехать.
Покачался немножко. Ничего страшного. Так. А здесь куда? Главное сейчас не заблудиться. А, вон, развернулся. Хотел здесь сначала просто завал обойти. Здесь бурелом невозможно. Пошел на большой круг. Ой, здесь тоже потерял очень много времени. Пошел топтать туда, потом по ложбинке думал. Бесполезно. Пришлось вернуться. А, сначала сюда, потом туда, потом опять вернулся. Здесь пробил дорогу до реки. Спуска нет. Развернулся. В общем, потерял часа 2. Самое сложное вот здесь вот в этом чепыжнике проехать. Так. В идеале было бы, конечно, вот это срубить, пилить. Ну ладно, попробуем. Вот. Здесь к берегу прошел, спуска нет, отвесная стена. Я по берегу пошел, нашел пологий спуск и оттуда уже пошел гулять. В итоге заблудился, вышел не туда, куда надо, вернулся. Вот, сейчас попробуем. Блин, я уже испугался, думал, стекло сломал. Вот здесь самое сложное. Самое сложное здесь. Вот где-то обходной путь. Ладно, попробуем. Не пролезу. Не пролезу, друзья, не пролезу. Ладно. Будем что-то думать. Достаем топор, прорубаем дорогу. Ну вот. Немножечко прочистили дорогу, чтобы не буксовать потом. А то мой ураган не змея. Стрелять не может. Так. Ну, осталось немножко. Так. А бревно. На обратном пути надо будет спилить или подрубить. Ударились.
Так. А вот здесь вот по-любому надо это срубить. Ладно, достаем топор. Так, ну что, едем дальше? Пробуем, вернее. Тут мы будем сейчас ехать по кустам. Если кусты завалятся, там бревна, можно провалиться глубоко. Вот этот куст, по идее, надо было... Ой. Пропилить. Криво пошло, блин, ну ладно. Попробуем на подъеме выровнять. Все. Мы на реке. Вон у ребят бур. Сейчас попробуем проехать обратно, зацепим корыто и поедем ниже. До реки добрались. Это уже хорошо. Ну вот и сделано. Важное дело. Время 10 часов. И мы наконец-то вот с санями, с ураганом по ту сторону завала. Где-то примерно 2,5 часа, около 3, может быть, понадобилось мне, чтобы пробиться. Ребята, вот я уже их вижу, вот Серега Григорьевич, наверное, там. Пойду проверю, чем они занимаются. Вон Серега что-то колдует. Ну что, обрыбились? Нет? Вообще ни одной поклевки? Грустно. Всего, говорит, была одна поклевка. А я смотрю, вы застопорились, думаю, здесь рыба есть. Идем потихоньку, будемся. Молодцы. А я километров 30, наверное, проехал. Фу. Ты там не спустился на речку? Вон буран. Я на реке, все сделано. Настоящую была поклевка. Ну, значит, нету клёва. Ладно, будем пробовать до первой поклевки. Ну все, друзья, можно идти пить чай. Первая рыба поймана. Иван Григорьевич выдернул войска. Я уже так чай хочу, что мне все пересохло. Ты, наверное, в кармане его принес. Да, в кармане, да, еще живой. Вот такой васечек. Отпускай бедолагу. Вот так. Вот красавчик ты мой. Ты меня спас, у меня во рту пересохло. Иди, живи. Вот так. Ну вот, первую рыбу не отпускают, но Ну, какая сегодня же это сделаем рыба? исключение. Это Васек. Это Он показал, что... даже Василек. Василек, да. Пошли пить чай. Сейчас я вот тут закину. Все. Теперь точно можно идти чай пить. Григорьевич поймал все-таки более-менее достойного сковородничка. Подсек, говорит, за жабру. Это где-то лунок 50 пробурено уже. На 50 лунок первая рыба. Я даже шапку. Подсек за жабру, да? Вон. Видишь? Он раз тюкнет, два тюкнет, я, блядь, дерг нету, потом вроде бы как будто шевельнуло, я, блин, дерг нафиг. Есть. И подсек, да? Да. Молодец. А то я думал, сегодня уже без чая будем. Это говорит о том, что клев сегодня не активный. Если он не хапает, Он игрался.
это, блин. Видишь, это. Еле-еле душа в теле. Оставляем. Оставляем и пошли пить чай. Одна. А вот стопки-то не взяли. Стопки не взяли, стопки в избушке. На, начисляй. Придется. Вот с таких стопок сегодня будем пить. Серега не мелочится. О, даже, а когда закуски нету, Серега просто закусывает кружкой. Ну, морожек, кстати, Вот она. Ой, Вот она, да вот она. Сало, шмак, сало. Пойдет такой сало? это мыло. Это мыло? Это типа чебуреки. Типа чебуреки. Тогда сало можно не резать, Нет, да? конечно. Что, чебуреки вот надо, пока не прокисли. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Вечером у нас картофель будет жаркой. Ох. Вот надо было проделать, да, десятки километров, рыбачить там сколько, 4 часа, грубо, чтобы поймать одного хариуса. Да. И чтобы вот так вот сесть и позавтракать. Вот дома вот не завтракается, да, вот ни хрена. Так рано так выехали. Кто так рано кушает? Так даже в тюрьме не кушает рано. Ничего себе ты, Серега, налил, не мелочиться. А тут Чего? нет, не разобрать в кружке. Кружки надо было по одной наливать, ты уже по полкружки поставил. Что? И ему нельзя пузырь наливать, смотри, поскольку наливает. Да, у вас Ну это так рука правильно, а легче. что тут мелочиться? Налил, выпил, да и пошел спать. Ну давай за первого, что ли, Иван? Ах, блин. Скидывай. Давай. Будем здоровы. Давай, чтобы он, блин, но он меня, конечно, маленького выпустил, видишь, второй пришел. Ну ладно, дай Бог здоровья, вам здоровья, харюзам. Будьте здоровы. Она не крепенькая. Нормально. В принципе. Нормально. Чего не клюешь? Я клюю, а он не клюет. А у него клюва, потому что нет. Да. У тебя же есть. Говорит, что рыба не клюет? Так у нее же клюва нету. А у Ивана Григорьевича клювик есть. Да? Он клюет. Да, я вот поклевываю. Самое главное, мы дорогу пробили. Так что у нас сегодня-завтра у нас фронт работы есть. Да, тут А если здесь рыба, мы это скоро работа, узнаем. работы непочатый край. А где яйки? Я же досылал яйца, нет? И куда я яйца дел? Вроде здесь Я лежали. где-то видел. Я тоже вроде доставал. Сало вон. Хлеб вон. Упали что ли куда, нет? Может, в руках же держал. А сюда сунул. Вот они, вот. Короб. Я с яйцами пошел. Ты яйцами все время ходишь. У меня больше всех мерзнет башка. Она сырая, потому что. И вроде бы и балаклава. Может, из-за балаклавы еще. Ну вот балаклава. Голова потеет, потом. Надо было мне, когда пробивался, балаклаву снять, а сейчас Да, одеть да. сухую. Она сейчас сырая, потому что. У меня больше всего ничего не мерзнет. Я что-то так, руки. Вот если можешь вот так сложить, вот, значит руки не мерзнут. Да? Да, если замерзли руки, ты вот Так. так вот не соединишь. Так? Да. А так, что, значит тепло на улице. Блин, я. На Ничего, рыбалке что сидишь, я- если уже опарыш. Ничего, что я по пластмассе ездил. Если опарыша на крючок уже не можешь насадить, А значит, то уже замерз. тогда замерзли. С зубами. Или вообще, если не можешь встать уже возле лунки, значит замерз. Тогда же в избушке не ночевали. 70 человек, какая избушка? 70 человек на озере. Да, вокруг озера
Тут кострище, блин, навалят силы, работает, Уралы, блин, валят лес. Ну, Шум. на валке, да? Да, как на валке, готов. шум кругом. Все кострища такие, искры летят выше леса. Тут освещение вокруг озера, как дикари. Ну, я бывал в таких условиях тоже. У меня Ой, отец блин. всю жизнь вальщиком проработал и ездили тоже с ним. А в Якше, я когда работал в 73-м году, поехали мы на свинку. Свинка это что? Ну, это там от моста, от Семеновского моста влево туда, ну, на Волосницу. Там подвязки. Речка дорога. такая свинка, что ли? Нет, такое место. Я думал, речка свинка. Такое место, свинка. И, короче, тут такой бор сосновый. Выходим на покойный Федор Иванович Крылов был там, механик у нас в Якше. И на бору пилу так подходит, говорит, так, вот сосна, ну, сушняк. Навалили, он крыжует, все носим. Снег-то, блин, вот такой, а все без лыж. Мочим, как лоси. Протоптали дороги везде, и до речки, и туда, а лыжи в машине оставили. Ну, под весну уже, но мороз был, день актированный был. Какие-то праздники были, то ли 8 марта, то ли хуй я знаю. 8 марта актированный день? Да, что ты, 8 марта 55-ка по насту ездила, не проваливалась. Ничего себе. Троллюет и не проваливается, нас такой был. Лоси не проваливаются, ходят, блядь, вот только где такой ручей, вот лоси там можно было караулить. А так ты не догонишь. Мы с Сергеевым на мотоцикле, на езжаке по лесу. Блядь, я до обеда, я уже обед, я говорю, солнце выходит. Я говорю, поехали на дорогу, ёпта, ну кто-то отсюда, мы когда его вынесем, этот мотоцикл, вынесем по запчастям. Блядь, вот видишь же белый свет, а копыта белый, так ну как будто по льду идет, там свет, ёлки-палки, ох, блин. Были морозы, ты думаешь, что март как придавит, еще бывает, ёкаламане. Актированные дни были в марте. Ну да, мне мать говорила, что мы когда сюда приехали, А мы ну спим. в Коми, вообще мне еще было, ну маленький я был совсем, и говорит, А вы где жили? на Украине, в Житомирской области. Два земляка, два украинца. Ну, Житомир это, Бердичев город. я знаю, Бердичев, а я с Новоднестровска. Вот Новоднестровск, Сокирянский район, рядом. Я на Днестре рыбачил все время. Ну, это было И вот она давно. рассказывала, когда сюда переехали, тут морозы стояли, говорит, в то время. Да я приехал, блин, был это 60 градусов мороз Да. в 73-м году. Сейчас таких нет. Я иду, тут 5-й магазин был, вот где это, тут старая автобусная была, где вот этот горбатый магазин. И я иду, вот этот, который сдается в аренду, это тут работал райповские магазины. Я иду туда за пузырем и аджику. Пузырь, аджику, сало у меня свое привез. Короче, а жил на Захарова общежитие было, оно уже сейчас там только... Это сгорело, которое, да? Нет, там развалили его только это. А может сгорело, хрен ест. Там только сейчас уже такие березы растут. Сгорело 24-е, Захарова 24 или 19. Ну где я воду беру? Вот, колонка за общежитием была. Короче, иду в магазин. Тут березки, они были вот такие, сейчас они вот такие. Как, блин, щелкнет, бля, у меня же ушах. Дззз, я думаю, блин, кто-то с мелкашки стреляет, что ли. Я оглянулся, там женщина идет, думаю, ну, блин, женщина идет, не будет же стрелять, да. Ну, кто стреляет? Пришел в магазин, короче, сейчас затарился, дохожу, иду обратно, щелк, блин, и раз. Ну тут вот щелкнуло, а никого нет. Березы стреляют. Да, а баба это идет, говорит, это березки от мороза, потому что они сок, есть же сок, он мерзнет. И вот эта кожура, когда трескается, она говорит, очень аж глушит. Я говорю, так у меня аж зазвенело в ушах. 60 градусов был мороз. Обалдеть. Сейчас Дни так... актированные.
30 градусов уже, ой, холодно. Краны не работают. Все актировано. За 41 градус уже кран не Прохладно работает. что-то стало. Весь сырой, потому Сейчас. что пока дорогу пробивал. Сейчас в этом году я смотрел вот в Якутии, да, там до 60 Да. градусов. Ну, вот раньше, как у нас, как Якутия и была, получается. Да. А, дальше. А там, леса ну, вырубили и все? Или не знаю. а из-за на чего? Луне 70. А там дальше 60 с чем-то было. Показывает шофера резина. Резина же импортная ходит. У морозы даже. Потому что там эластичная резина. А какое-то кировское колесо. Он пнул колесо, оно на морозе рассыпалось. Как стекло. Да, говорит, вот что, резина резине рознь. Ну, так, конечно, правильно. Эластичная резина. Она У меня мать, когда вот это, отец, я-то здесь родился. А, У меня, получается, отец мать забрал сюда, с Ага. Украины, он на заработках, на выкатке работал. Вот ну он да. здесь, Это на Перевалбазе. на Переволбазе. Ну, она- И получается, А как фамилия? Короленко, Ой, блин, я знаю. ты знаешь. Да, Корленко, И они там этот- Лупан, Вася, они в одной бригаде были. Потом еще уехал опять на Украину. Блин. И вот он ее привез сюда. Она, получается, здесь меня родила. Она никогда на севере не была до этого. Да, И говорит, я поехала домой. Ты, говорит, ты хочешь? живи тут. Да, я Там поехала же, домой. конечно, там если 5 И градусов. уехала на Украину. Потом все-таки мы сюда тут квартиру дали уже на Мылве. И потом переехали. Она приехала, как посмотрела, говорит, нет, я, говорит, домой. Ну, правильно. Там самые холодные, наверное, зимой это минус 15, да? Ну вот, Ну это уже. Я если пацаном был. это, вот не соврать, это перед армией было 2004 год. Мы поехали на Рождество, на лугу травка зеленая была. Вот. Ну там бывает, что в Рождество даже не бывает снега. Да, ну вот травка зеленая. Вот у нас на как Рождество, мы, да. мы все молимся просто, ну уже 25 декабря, блин, эта грязь уже надоела, блин, ну тепло и тепло, даже снега нету. И вдруг вот мы в клубе отмечаем, ну встречаем Новый год, короче, выходим, ну заходили когда все в клуб, за столы сели, все, на улице, блин, грязь. Сели, выпили, погуляли, там потанцевали, ну на перекур, выходим на перекур, и такая пороша беленькая, и снег летит, вот такой крупный, так летит, так раз, против фонарей, ну красотища, вот тогда не было камеры, там такой сфотографировать, вот это красота была. И вот потом этот снег выпал на второй день до обеда, и его нету. А в 7 же Рождество надо ходить колядовать, блин, по этой грязи как ходить? Че лядовать? Колядовать. Колядовать. А, Не колядовать. коли давать. Калидовать. Я не что-то коли. другое думал. Коли ничего не дали. Короче, колядуем, блин. И вот так же, это сочельник 6-го. И также где-то после обеда, раз как-то сумерки, тут мать все печет, там же, знаешь, это же надо вечеря, потом завтра Рождество, гости придут, то все. И, короче, начинается снежок. Ну, слава Богу, ну, хоть пусть будет грязь, но сверху снег. И, короче, допьем, Да, да, да. и в эту ночь, короче, Иван Григорьевич, бери. снежок выпал. И мы поколядовали, блин, так, ну, градусов 5 может. Не, ну мороз снег был. бывает, там тоже сугробы такие. Не, это ну, выпадают. Так, я говорю, в детстве, Ну, это- в детстве мы туннели делали. У нас там, короче, от меня можно идти по центральной дороге, а можно там через балку идти, и там, ну, знаешь, такое, вода-то вымывает уже, и дорога это как бы в низине. И это все передуло, и мы эту дорогу, короче, копаем, как шахтеры. Прорыли аж туда, до низу, до ручья. И потом на санках, короче, воду отсюда заливаем. Ну, доливай что-то. Заливаем воду по этой, и на санках, блин, там как в туннеле, знаешь, этот, ну, бобслей или как это, спускается, скоростной спуск. И, блин, вылетаешь оттуда, там еще по этому ручью, блин, блин, ну, красотища. И вообще копали такие, блин, туннели, снега было, ну, самый большой мороз, я помню, 25 градусов. Школа закрыта, все закрыто, а дети все на улице.
У нас то же самое. Я 40-42, актированный день, мы гуляемся. Ну, зима где-то вот февраль месяц, вот уже конец февраля, у нас это, бывало такое, что не отличается погода. Там тоже и снега много выпадает. Да, и ну, бывало, но в эти годы уже... Ну, таких морозов не было, В эти конечно. годы я 8 марта я всегда подснежники собирал. Сало Вот, пробуй. например. Мяса нету, но сало мягкое. Так у меня яйцо. Яйца тоже. Яйцо? Мягко. 8 марта всегда подснежники у нас. Всегда босиком бегаем, земля теплая. Знамя играем, 2 команды, блин. Шарим там. Да. Жалко, камер не было. Сейчас бы это посмотрели. Да, тут что, блин, мы... Ой, блин, красота. Босиком мать кричит, куда? Видеокамеры появились где-то в 98-м уже, да, где-то так. Первые. Кассетные вот эти с большими Кассетные. кассетами. Земля, говорит, сырая, а вы В босиком. 97 году 97-м. они уже были, потому что у меня не было, я в 2004 купил. А мужика звал, у меня на 25 лет видео снято уже, мне было 25 ну лет. да, вот эти ручные были, да. Ну, Где- там такие... Девушка, Да, нет, где- такая где где-то. У меня кадры до сих пор есть, только надо оцифровать. Там интересно, конечно, эпоха целая. У нас, получается. кстати, тоже очень много кассет, вот этих видеокассет с домашним видео есть. И вот бы их, да, как-то Ну дай бог, цифровать. Давайте. дай Да. бог здоровья, дай бог, чтобы клевало. И в конце концов, Всем здоровья. будем рыбу ловить или рыбачить? Нет, хариуса будем ловить. Надо Рыбы рыбу нету. ловить. Дай бог здоровья. Будет здоровье, блин, мы все равно его поймаем. Ну, настроение уже немного Я поднялось. не могу бегать, у меня ноги болят, а так бы я поймал его. Ты не бегаешь, ты прыгаешь. Первую рыбу увидели, уже настроение лучше. Так что Ну да. она сказала, что она здесь есть. Так вот там клюнул, там тоже был. Ну, я что говорю, вот надо долбить об дно, чтобы ил поднимать. Долбить, потом раз остановишь, он тырк, опять долблю, тырк. Сейчас была поклевка, а вот сейчас не клюет. Они слушают. А сейчас он клюнет. Так что до первой поклевки. Сейчас по кружке чая еще. Что-то мы пол-литра быстренько, да? Шу-шу-шу. Ну да. Да, погода позволяет. Да, пол-литра, это же она не крепенькая. Стопори мировые. Настоечка слабенькая. До Фронтовые. первой поклевки. До третьей. В общем, друзья, буримся. Обуриваем плес, дошли до переката. И смотрим, здесь очень много всяких следов. Вижу майна, пробуренная бобром, скорее всего. Сначала Серега еще говорил, тут натоптано, наверное, кого-то волки ели. И Серега вон как раз нашел куча крови всякой. И челюсть бобра. Осталась только одна челюсть. Нижняя, скорее всего, или верхняя. А это вон нижняя, да? Это верхняя. Это верхняя челюсть, вот ты в руках держишь. А это нижняя. Вот так вот. Вот так вот она была. Вот так вот. Хрым. В общем, бобер дохрумкался. Остались от бобрика рожки до ножки. Так что от волков тоже есть польза. Как говорится, убей бобра, спаси реку. Да, у него здесь была нора, он здесь жил, он здесь бегал, волки его подкараулили. И ням-ням-ням-ням. Да и прыг-прыг-прыг-прыг. В общем, снямкали бобреца. Вот здесь вот разыгралась трагедия. Вон, кровь везде. Ну и много их было, натоптано. Ну 4 волка как минимум. Вот он здесь вот жил. Грыз вот березу. Это по-любому вот эту березу тоже он уронил.
Вот из-за бобров вот эти все завалы по большому счету. Ну что, крыса ты водяная, допрыгалась? Вот так вот. Хоть одна польза от волков. Не только лосей жрут, но и бобров тоже. Ну а мы продолжаем буриться. После обеда пробурено уже около 20 лунок. Буримся, но пока ни одной поклевки. Дошли, в принципе, до перспективного места. Сейчас вот тут метров 500. Можно будет буриться, буриться и буриться. Что нашел? Это помимо. А, это кишки, наверное, вытряхивали. А, они тут жрали и срали. Все в куче. Понятно. Как-то вот так вот в дикой природе. Ну вот, не прошло и полгода. Где-то на 50-й лунке первая поклевка. Воткнул удочку. Бобра съели, Иван, бобра. О, о, Васечек. Взял на нимфу. Опа, иди гуляй, Вася. Если рыбы нет, ты уже не рыба. Ой, хоть запах понюхать. Я-то еще не нюхал. Одну мелочевку я нашел тоже. Давай теперь крупненького, и будет все хорошо. Он, наверное, клевал. Тюк-тюк сделал. Крупный бы хапнул. На нимфу взял. У тебя одинарная мормышка, да, Серег? Да. Я сверху нимфа. Золотая. Ничего себе. Золотая с перьями. Что, Серега, клюнул? Я же Васька поймал, отпустил. Теперь... А, теперь и руки у мои пахнут тоже. Не. Все. Это все, что было. Это все, что было. Да, не густы. Там я тоже Васька отпустил. Ладно, пошли дальше бурить. Вон тут фронт работы до вечера хватит, да и на завтра еще здесь. Итак, продолжаем поиски хариуса. Бурим плес. Оббурили, наверное, уже метров 200, 250, может быть. В общем, было пару поклевок, робких таких, еле-еле. И то на стоячку, и все. Достал камеру Калипсо. Посмотрим, что творится там подо льдом. Так, ну что, давайте смотреть вместе. Включаем. Запись пошла. Так. А рыбы нет. Рыбы нет. Есть течение, есть камни, есть коряги. Все есть, только нет рыбы. Кто-то мне говорил, почему я не ставлю вставные удочки, продольники там, донки. Вот ответ на этот вопрос. Куда здесь ставить, когда вот такой коряжник здесь? Хорошо бы одной мормышкой не зацепиться. В общем, не знаю почему. Здесь место уже точно не обловлено. В этом году, в этом сезоне здесь точно никого не было. Нога человека не ступала. Но все равно, вот как мы видим, нет ни одной рыбы. Я не знаю, почему на этой реке не стало рыбы. Раньше ее здесь было достаточно. Кто-то говорил, что ее вылавливают, но здесь вот не ловил никто. Если бы она была,
она бы была, значит, есть другие причины. Может быть, из-за завала вот этих, то, что бобры валят деревья. Может быть, рыба не проходит. Хрен его знает. Может, выдрать. Да нет, все равно немножко-то бы все равно было. Тут просто почему-то по какой-то причине рыба перестала сюда подниматься. Или вылавливают по осени на сети. Ну, мелочевка была бы. Тут нет, тут какая-то другая причина. А какая, только одному Богу известно. Дай Бог, конечно, нарваться на какую-то стайку, как было в прошлые разы. Нет-нет, да. Там клюнет, там. Ну вот все, как мы видим, здесь вообще ни одной рыбы. В общем, нечего смотреть в пустоту. Выключаем. Ну а дальше будем смотреть. Если что-то найду, конечно же, включу запись и посмотрим вместе. А так смотреть пока нечего. Все пробуренные... Что это было? Да нет, это не рыба по-любому. Все пробуренные лунки сейчас посмотрим. И до вечера будем искать дальше рыбу. Сейчас перекусили, пообедали. Время обеда уже, наверное. Что там, часа 3-4, может быть, осталось порыбачить нам. Дай Бог что-нибудь да найти. Так, Серега у нас остался добуривать тот плес. Мы с Иваном Григорьевичем немножко проехали вперед, как бы на перспективное, так сказать, место, где раньше поклевывало, даже прошлый год как бы на этом месте не клевало, и то здесь поклевки были. Вот пробурили раз, два, три, 4 лунки, и на 4-й лунке заметил еле робкую такую поклевочку. Первая поклевка на этом месте. Камеру не вижу смысла отпускать. Оп! Вот, Иван! Наконец-то! Да, молодец. Взял на блесну. Не на нимфу, а на блесну взял. Вот так вот. Размочили счет. Ловлю вот на такую блесенку. Поставил сейчас вертикальная блесна двойничком. Красная точка атаки. Тут как его, ну, светится в темноте, в общем, флюминесцентная или как там краска. Это блесенка от Василия Чупина. Василий Чупин мне подарил ее, отправил как бы на окуня. Но вот я дома сегодня, не сегодня, а вчера, вернее, вечером перевязал 2 удочки. Опа! Второй, Иван! Янцикадан. Тоже на блесну. Получается, если хариус есть, если хариус есть, получается, он берет. Так что нечего искать на это, как говорится, на калипсо. Если есть, вот подошли двое, друг за дружкой взяли. Но до этого тоже поклевка была, даже, можно сказать, сход. Укололся, я вот одел камеру в надежде запечатлеть поклевки, и у меня это получилось, Янскадан. Размочили счет наконец-то. Это сколько же сейчас времени-то у нас? Немало, наверное, с раннего утра-то. 13:37, без 22. Первые поклевки, блин.
Да, более-менее. Но один за одним такие уверенные поклевки. Даже можно сказать 3 поклевки было. Первая была, ну сход, можно сказать, и вот эти 2, не знаю, они же, не они. Ну, дает хотя бы какую-то надежду, что здесь в этом месте рыба есть. И, значит, можно побуриться, вокруг вот так вот обурить. Может быть, где-нибудь здесь рыба стоит. Дай бог найти. Дай бог здесь порыбачить. Потому что дальше там идет перекат. Вот сужение, там уже мелко идет перекат. Идет перекат мелкий. За перекатом там ниже идет глубокий плес. Но почему-то прошлые года там не клевало. Но в этом году тоже надо будет попробовать. Вдруг он стоит в этом году там, где прошлый год не стоял. Ну все. Видать, парочка была. Парочку мы взяли. Пока все. Пошли дальше бурить. Теперь уже с настроением. А то все бурились без настроения. Тем более настроение в конец упало, когда посмотрел в камеру и не увидел ни одной рыбы, ни одного хариуса. Оп, 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 оп. 3. Этот даже не клюнул, а как-то повесился и на берегу сошел. Но тоже на блесну. На нимфу не берут. Все на вертикальную блесну. Значит, с блесной я этой не прогадал. Не зря я ее дома повесил. Угадал. Оп, 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 оп. 4, Иван. Так, тогда мы идем с вами. Тогда мы идем с вами. И себя поймал. Блин, у меня там клюет вот так. Вот я тебе зачем говорю, что вот тут надо было на заход сам, не на яме, а заход. Тут не яма. Блин, зацепил себя. Даже себя поймал на эту блесну. Почему? Иногда бывает, у меня мормышка была золотая. Я все прикалывался. Опа, вот Енскаден, 5. Вот кепка, ну. Так, все забурим. Не ёпа мать, а Енскаден. Енцекаден. Так вот, с саньками ловили мы. У них клюет, но не берет. Я золотую кидаю прямо у их лунки, и поклевки были. Ну вот, 5 штук с одной лунки. В этом году такого еще не было. Енскаден. И главное, на нимфу не берет, все на блесну. Вот видишь, блесну поставил и сразу поклевка, да? Да. Ты блесна-то в карман сунь, а то уронишь еще. Я уже... Вон у меня тут и мормышка. Я не успел спрятать мормышку, просто кинул. Думаю, пусть полежит. А мормышка до этого не брала, да? Не брал. Я ж тут постучал, мормышка. Ну, все, Вот так вот. не делать. Значит, блесна работает. Да. Ну, у меня такая же, похожая. Помнишь, это вот туннель ловил. Я тоже сам делал. Сейчас расшевелю всех, что по лункам побежали. Промерз лед.